Сегодня мы поговорим о проекте герба для следующего башкирского рода Канглы. Род Канглы имеет богатую историю. И хотя, если вспомнить, что предыдущие гербы у нас основывались, их символика основывалась на народном сказании Дафтар Чингис-Наме, то стоит обратить внимание, что род Канглы в этом народном сказании не упомянут. Однако о его представителях сложено много других известных преданий, в частности, известнейший башкирский эпос об Алдаре и Зухре. И, собственно говоря, Зухра была представителем рода Канглы. Это уже обосновано фактически научно. И одним из известнейших подвигов Зухры была победа над огромным белым медведем. Этот белый медведь олицетворял врагов рода, могущественный, огромный, страшный зверь, которого победила легендарная Зухра. И в память об этом легендарном событии в гербе изображена голова поверженного белого медведя, на которой стоит серый журавль. Согласно исследованиям, журавль стал символом птицы, символом рода еще в 13-14 столетии. И учреждение этого символа в качестве родового приписывают князю Кан-Канлину. Журавль и сегодня особо почитаемая птица в роде, и недаром он изображен на гербе Буздякского муниципального района, одного из центральных районов рода Канглы. Фигуры, то есть журавль, победивший белого медведя, журавль здесь олицетворяет, собственно, род Канглы, сопровождены по сторонам фигурами. Справа, геральдически справа, для зрителя это будет слева, поскольку в геральдике правая сторона всегда отсчитывается от человека, который как бы несет щит, поэтому геральдическое право будет для зрителя слева. Так вот, в геральдической правой стороне, более почетной, изображена тамга рода в виде двух ребер, а слева две стрелы. Стрелы напоминают нам о том, что канглинцы издревле были отменными лучниками, и в уже упомянутом башкирском эпосе об Алдаре и Зухре говорится об особом мастерстве Зухры в стрельбе из лука. Направление наконечников стрел тоже важно в геральдике. В данном случае наконечники стрел смотрят вниз, и это символизирует мирный настрой жителей, которые сами не будут нападать, но при этом защитят свою землю в случае необходимости. Пурпурное поле герба, пурпур – это символ славы, почета, благородства. В данном случае говорит о древности происхождения рода, о его особенной истории. Здесь такой как бы почетный цвет, который дает нам возможность именно на уровне таких абстрактных символов все равно почувствовать то, что за этими символами стоит многовековая история. Вот. Герб по традиции уже дополнен простым бессословным шлемом, традиционным элементом герба. И поскольку род Канглы не имел своей именной кольчуги, то в гербе используется намет полностью тканевый, пурпурный с серебряным подбоем. Вот такой интересный, на наш взгляд, проект, который отражает историю, мифологию рода Канглы. И мы надеемся, что в ближайшем времени он будет рассмотрен на съезде рода